В дополнение скажу, что в нашей Конституции заложена конкуренция, состязательность политических сторон. Система хоть и грешит своими издержками, но мы к ней приспособились, мы с ней справлялись. Сегодня впервые мы столкнулись с колоссальным внешним давлением, которое приведет к понижению статуса Республики Абхазия. Выборы второго тура показали, что ставка была сделана национальный, этнический состав, что раскалывает наше общество, проецируя этнический конфликт на многие годы вперед, разрушая основу баланса, присущего нашему обществу. В борьбе за кресло президента мы готовы разрушить все, чего достигли за 30 лет, и ради чего? Ради порочной системы в лицах, которая довела республику до края. Разве мы не знаем, почему и в связи с чем самый незрелый депутат является наиболее ценным для власти? Поскольку такое избрание является условием злоупотребления властью президента. Потому и обходится дороже остальных, под которого идет и щебенка, и гравий, и бетон, и порой асфальт. Почему сегодня кто-то думает, что сейчас по-другому, когда на выборный период нам поставляют автобусы, кареты скорой помощи и многое другое, это проекция того же щебня, бетона и песка под слабого, пустого депутата. Тогда у меня вопрос, а почему в этом случае в довыборный период нас держали без света, в холодный месяц, в промерзлых домах, когда оплата за электричество была внесена в инвест-программу? Почему еще с сентября месяца при экс-президенте была остановлена зарплата, если вы могли действовать по-другому, что было одной из причин, приведших к кризису? Неужели у кого-то еще есть сомнения, как и чем мы будем расплачиваться в первый поствыборный год? Мы верим, что народ Абхазии способен преодолеть и разобраться и преодолеть текущие трудности, а по прошествии времени не сожалеть с горечью об упущенных возможностях и времени, которое невозможно будет вернуть. Наш избиратель должен решить, что для него является важным. Отстаивать интересы 10-15 семей, компрадоров, которые здесь и сейчас получают необоснованные миллиардные кредиты взамен нашей с вами общей страны под свои личные интересы, или все-таки во благо своего будущего, во благо нашего многонационального народа, в интересах уважения к себе и чести, как это было в 1992 году, когда мы отстояли не только свои границы, но и южные рубежи России. В завершение, как сказали предыдущие мои товарищи, мы останемся без суверенных активов, еще и в условиях перманентного кризиса, умышленно заложенного этнического конфликта, с которого нам будет тяжело выбираться. Спасибо.